Сегодня на территории Центрального округа состоялось открытие еще одной теплой остановки. В условиях Якутии такие остановки являются необходимостью и служат удобством для горожан, пользующихся услугами общественного транспорта. Ожидая автобус на остановке, горожане и гости столицы смогут приобрести и свежие продукты из Анабарского района. Что там будут продавать, нам расскажет Ульяна Шагина. Она с нами на прямой связи. Добрый день. Мы действительно находимся на остановке рядом с Якутской гимназией. Здесь вторая по счету остановка, которую открывает город Якутск. И ее передали на обслуживание Анабарскому району. Это произошло в рамках межмуниципальных отношений. И теперь обслуживанием и внутри продажей здесь на теплой остановке будет заниматься Анабарский район. Более подробно об этом нам расскажет Николай Степанович. Добрый день. Добрый день, дорогие жители республики, города Якутска, гости. Значит, у нас на улице Пояркова. Вот сегодня мы передаем в Анабарском районе остановку сельхозтехникум. И здесь они будут реализовывать свою продукцию сельскохозяйственную. Это делается в рамках межрайонных соглашений для того, чтобы упорядочить, сдерживать повышение цен на продукцию сельского хозяйства. До этого мы передавали остановку на улице Лермонтова Намского района. В очереди у нас Мегино-Хангаласский район, Верхневилюйский, Хангаласский. И так будет дальше продолжаться. В течение года, до конца года должны ввести 17 таких теплых остановок по всей территории города Якутска. Это, конечно, безусловно, самое главное, что в таких крайне тяжелых природных условиях у людей будет возможность в тепле ожидать автобус, и в том числе покупать уже по себестоимости, по низкой цене продукции сельского хозяйства. Спасибо большое. Но я скажу, что здесь установлен пандус. Если зайти внутрь, здесь и тепло, и, во-вторых, здесь скамейки, чтобы люди могли в спокойной обстановке и в тепле ожидать автобус. Здесь будет монитор, да, еще? Позже здесь будет монитор, чтобы выслеживать номер и когда подъедет автобус, время автобуса. Но я скажу, что реализовать продукцию будет здесь Анабарский район. Мы здесь смотрим мясо, рыба. Что у вас тут есть? Расскажите. Муксунчуще. Ну, у нас есть около 20 наименований продукции. Да? Все делается на территории Анабарского района, в селе Саскалах, а также в поселке Юринхая. Ну, хочется сказать то, что самый дальний район нашей республики стал намного ближе для жителей и гостей нашей столицы. Ну, все это благодаря реализуется в рамках нашего соглашения, которое было подписано с нашей главой Иваном Ивановичем Симоновым, а также главой города Якутска Евгением Николаевичем Григорьевым. Да? В этом наименовании, в этом соглашении были включены около 20 мероприятий в сфере сельского хозяйства, а также экономики, благоустройства, ЖКХ. Ну, хочется сказать то, что за это время у нас уже образовались такие тесные добрососедские отношения. Что можно сказать еще? Вы будете еще обслуживать, да? Да, вот. Ну, у нас соглашение подписано о безвозмездном пользовании. У нас входит это содержание теплой остановки, получается, да, это видеонаблюдение, пожарное, также благоустройство внешнее и внутреннее, получается. Удобно? Удобно вам в центре города? Удобно в центре города, да. Выражаем благодарность коллективу окружной администрации, а также коллективу МУПа ЯПАК, который находится на балансе этого предприятия. Приходите, приобретайте нашу продукцию. Мы уверены, что наша продукция будет радовать жителей и гостей нашей столицы. Я еще раз напомню, что в течение года таким вот образом откроется еще 17 остановок в городе, где уже другие улусы также будут реализовывать свою продукцию. У меня на этом все. Передаю слово коллегам. Благодарю, Ульяна. Напомню, с нами на связи была наша коллега Ульяна Шагина. А мы переходим к другим темам.